2021 году. Администрация Агинского Бурятского округа уже на протяжении 26 лет проводит ежегодную отчетную кампанию перед населением, перед активом округа. Напомню, что данная отчетная кампания проходит в несколько этапов, начиная с отчетов коллективов организаций предприятий на уровне городских и сельских поселений, муниципальных районов, и дальше уже завершается итоговым совещанием администрации Агинского Бурятского округа. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, в этом году наши органы местного самоуправления, муниципальной власти в любом случае постарались провести свои отчеты перед населением. Они проводили его в онлайн-формате, публиковали свои отчеты в средствах массовой информации, проводили интервью в онлайн-формате. Поэтому мы считаем, что на муниципальном уровне все-таки отчетные мероприятия состоялись. Сегодня итоговое совещание администрации Агинского Бурятского округа за 2021 год и о задачах на 2022 год проходит в онлайн-формате. Ведется прямая трансляция на официальных страницах администрации. И также к нам подключены посредством Zoom наш актив Агинского Бурятского округа и приглашенные. На итоговое совещание приглашены руководители органов исполнительной власти Забайкальского края, депутаты законодательного собрания Забайкальского края, руководители территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, руководители исполнительных и представительных органов местного самоуправления, руководители сельскохозяйственных предприятий, образовательных организаций, предприятий, учреждений округа, средств массовой информации. Всего онлайн-подключение у нас 210. Еще люди подключаются. Я думаю, что приглашенных более 250 человек, поэтому все они подключаются. В работе совещания принимают участие сенатор Российской Федерации Борис Исланович Жансуев, исполняющий обязанности председателя правительства Забайкальского края Андрей Иосифович Кефер, главный федеральный инспектор по Забайкальскому краю Евсей Владимирович Васильев, председатель законодательного собрания Забайкальского края Кон Юн Хва, заместитель губернатора Забайкальского края Аймагар Гармайна Ванчикова, члены правительства Забайкальского края, депутаты законодательного собрания Забайкальского края, министры и руководители департаментов Забайкальского края. Уважаемые участники совещания, я предлагаю к вашему вниманию следующую повестку нашего совещания итогового. Отчет администрации Агинского Бурятского округа о проделанной работе за 2021 год и задачах на 2022 год. И после перейти уже к прениям. Предлагается следующий регламент. Время доклада до 25 минут и выступление в прениях 5-7 минут. Замечания, предложения, так понимаю, нет, поэтому принимается. Работает секретариат совещания. Те, кто здесь в зале находится, могут задать вопрос с места. И те, кто к нам онлайн подключены, я прошу вопросы направлять в онлайн формате в чаты этих мессенджеров, к которым вы подключены. Начинаем нашу работу. Слово для доклада предоставляется заместителю председателя правительства Забайкальского края, руководителю администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края Дамдобу Жанжаповичу Тумакуеву. Уважаемые участники совещания, ежегодно утверждается программа основных действий администрации Агинского Бурятского округа. В 2021 году она исполнена на 87%. Кстати, напомню, что у вас есть на слайде QR-код, это ссылка на слайд, вы можете навести телефон и этот слайд в электронном формате смотреть у себя на своих телефонах. Отчет, проект программы на 2022 год находится в раздаточном материале, и на слайде указана ссылка, о чем я говорил в виде QR-кода. С учетом поступивших предложений, с учетом того, что у нас онлайн мероприятие, мы предлагаем отчет и проект программы основных действий рассмотреть до 1 марта
и уже с учетом вашего замечания его утвердить распоряжением администрации Агинского Бурятского округа. В соответствии с основными приоритетами развития Агинского Бурятского округа нами в проект стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года сформирован самостоятельный подраздел «Этноэкономическое развитие Агинского Бурятского округа». На слайде указано 4 основных направления с учетом этнокультурных особенностей и традиционных форм хозяйства. В экономической сфере одной из ключевых задач является формирование эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства. В отчетном году в данном направлении при поддержке губернатора Забайкальского края начата реализация комплексной программы развития овцеводства в Забайкальском крае. Запущен пилотный проект семейной фирмы Забайкалье Атар. Получает развитие перерабатывающая сельхозкооперация. Успешно внедряется новое направление кормопроизводства округа. Это посев суданской травы и вертикали, которые показали высокую урожайность, что очень важно для улучшения кормовой базы хозяйств, занимающихся животноводством. Для обеспечения наших сельхозтоваропроизводителей собственными и высококачественными семенами зерновых культур на базе СПК «Конкурс» создано сертифицированное семеноводческое хозяйство с достаточным на текущую посевную кампанию запасом семян. На зимовку 2021-2022 годов коллективными сельхозпредприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами заготовлено 62 тысячи тонн сена естественных трав, на 14,5 тонн больше, чем в прошлом году. В целом по округу план выполнен на 104,7%. В среднем обеспеченность кормами составила 9,5 центнеров кормовых единиц на одну условную группу. Поддержка овцеводства в рамках комплексной программы развития овцеводства. Из регионального бюджета выплачены субсидии по 6 видам на 25,5 миллионов рублей. Благодаря этому хозяйствами 7 районов Забайкальского края приобретено 109 голов высокопродуктивных баранных производителей. Впервые просубсидированы полугрубые 6 в объеме 55 тонн. Мясокомбинаты и сельскохозяйственные потребительские кооперативы увеличились до 360 тонн производства баранины. Поддержано бурение скважин, приобретение премьерок и дофинансировано производство тонкорунной шерсти. В 2022 году субсидирование будет продолжено. На это предусмотрено 30 миллионов рублей. Для достижения еще большего эффекта от реализации комплексной программы необходимо создание локальной сбытовой системы, обеспечивающей консолидацию, хранение, обработку и реализацию мясной и прочей продукции животноводства по наилучшей цене. На этом я остановлюсь чуть позже. По итогам конкурсного отбора пилотного проекта по развитию овцеводства в Забайкальском крае семейной фермы Забайкалье 32 участникам из 9 районов Забайкальского края в виде товарного займа передано 8410 як. С помощью этого проекта удалось поддержать 11 личных подсобных хозяйств, государственная поддержка на которой не предусмотрена действующими мерами на федеральном и региональном уровне. Ими получено 2660 як на общую сумму 15 миллионов рублей. Конкурсный отбор будет проводиться ежегодно. Желающие заниматься овцеводством будут обеспечиваться ярками из полученного прихода. Кроме того, в 2022 году в рамках этого проекта будет проведен конкурсный отбор по приобретению племенных баранных производителей на 2,4 миллиона рублей. В отчетном 2021 году объем государственной поддержки сельского хозяйства по Агинскому округу предварительно составил 192 миллиона, что составляет 75,7% к уровню прошлого года. Но снижение объема государственной поддержки в первую очередь связано с уменьшением размера ставок по субсидиям, ну и немаловажно с недостижением хозяйственного показателя эффективности. На это я хотел бы обратить особое внимание управлению сельских хозяйств муниципальных районов и руководителям сельхозпредприятий. Целевые гранты на общую сумму 50 миллионов рублей по семейной ферме и программе поддержки агростартап 11 получателям позволили укрепить материально-техническую базу и увеличить поголовье скота, а также создать 25 новых рабочих мест. Следует отметить, что по программе агростартап из общего количества поданных заявок только 10 получили господдержку из-за недостаточного объема финансирования. Поэтому его увеличение является для нас на сегодня актуальнейшим вопросом. Также в отчетном году поддержано 82 личных подсобных хозяйств. В рамках системы социальных контрактов по линии Министерства социальной защиты населения Забайкальского края 64 предпринимателя. На 2022 год эта мера сохранена в не меньшем объеме. Государственная поддержка сельхозкооперации округа в 2021 году составила порядка 30 миллионов рублей.
том числе грант производственного кооператива «Зугала» в размере 6,4 миллиона, дополнительно создано 4 рабочих места. Данный проект показал эффективность и отдачу вложенных средств именно за счет синтеза элементов кредитной кооперации, производства и налаженной снабженческо-бытовой деятельности. При этом, если мы через инфраструктуру поддержки агропромышленного комплекса предусмотрим льготные займы кредитным кооперативам, считаю, что данная мера поддержки даст хороший эффект развития сельских коопераций. Ощутимую помощь оказывают субсидии на обеспечение части затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у членов кооператива. В 2021 году выплачено 23,5 миллиона рублей. Местные переработчики сельскохозяйственной продукции вышли на новый уровень в своем развитии. Ведется производство мясных, молочных изделий. Созданы и развиваются собственные бренды. Бренд «Наше все» кооператив СССР набирает популярность среди потребителей фермерской экологически чистой продукции. В 2021 году, по предварительным данным, переработано 9802 головы КРС, 9244 голов МРС и 924 лошади, что превышает прошлогодние данные в 2,5, 2,8 и в 6 раз соответственно. Произведено 2063 тонны мяса, что по сравнению с прошлым годом возросло в 2,7 раза. А в перерасчете на душу населения произведено мясных полуфабрикатов 2,9 кг, что превышает прошлогодние данные в 2,6 раза. Таким образом, вовлечение в кооперативное движение большего количества сельхозтоваропроизводителей и владельцев ЛПХ на сегодня является одной из основных задач в сфере сельской кооперации. За последние 3 года в Агинском округе создано 9 таких кооперативов. В этом году в поселке Агинской запланирован запуск еще 2 цехов по производству консервированного мяса СПК «Туя» и из комбината Агинский, экструдированных комбикормов СПК «Прогресс». Будет создано 20 рабочих мест. Общая стоимость этих проектов 27,7 миллиона рублей. А в целом в отрасли животноводства, к сожалению, сокращение поголовья скота продолжается. Это говорит о том, что система государственной поддержки без мероприятий по организации эффективного сбыта сельскохозяйственной продукции, науки, инноваций, консультационных услуг не дает должного эффекта. И что важно, нет отдачи в росте доходов и уровня жизни сельского населения. В течение последних 3 десятилетий мясо, выращенное забайкальскими сельхозтоваропроизводителями, сбывается по ценам, которые хронически остаются одним из самых низких и медленно растущих в стране. Идет, можно сказать, стихийный сбыт продукции по более низким ценам при отсутствии полноценной региональной политики реализации сельхозпродукции. По нашему мнению, она должна быть направлена на прямые государственные вложения в создание логистической инфраструктуры, складов, холодильников, обрабатывающих, перерабатывающих центров, сертификации, постов сертификации, санитарно-ветеринарного сопровождения. Она должна быть направлена на создание организации по массовому закупу и сбыту сельхозпродукции. Необходимо целевое субсидирование организаций, занятых в системе сбыта продукции сельского хозяйства. Действенным решением, направленным на улучшение сбыта сельхозпродукции, мы видим создание регионального оптово-распределительного центра, логистического комплекса, оснащенного складскими, холодильными, технологическими и другими мощностями и используем в качестве основной механизм при реализации продукции животноводства Забайкальского края. Поэтому предлагаю вернуться к контрольному поручению губернатора Забайкальского края от 10 марта 2021 года за номером УД 3121, пункт 7, и совместно с Министерством экономического развития, Министерством сельского хозяйства разработать проект создания акционерного общества со 100% государственным пакетом. Теми задачами, которые мы ставим выше. В отчетном году продолжена реализация инвестиционных проектов. ООРНу по проекту создания цеха по производству шерстяных трикотажных изделий готовится к запуску продукции. Завершен капитальный ремонт цеха. Закуплено, установлено компьютеризированное вязальное оборудование. Планируемый объем производства составляет 14 тысяч изделий в год. Предприятием в 2021 году закуплено более 300 тонн шерсти. Основной объем мытой шерсти около 140 тонн готовится к отправке в Китай. Партии полугрубой шерсти для поставки индийскому партнеру. И для того, чтобы эту шерсть дальше самим здесь перерабатывать, вот этот инвестиционный проект сегодня реализовывается
индивидуальным предприятиям ХАМ. ООО «Агроэликс». Переработано 450 тонн пшеницы и овса. Произведено 174 тонны муки высшего и первого сорта. 89 тонн комбикормов и отруби. Совместно с компанией «Хлебомир» с помощью льготного займа ФРП Забайкальского края предприятие запустило новую пекарню по торговой марке «Пекарни Кол», где практически полностью используется свои собственные сырье мука. На данный момент производится более 20 наименований хлебобулочных изделий. Открыты 2 специализированные торговые точки, создано 8 рабочих мест. В 2021 году фондом одобрено финансирование еще 2 инвестиционных проектов на общую сумму 9 миллионов, что обеспечит поступление дополнительных доходов в ближайшем будущем на 7,5 миллионов рублей и создание 4 рабочих мест. В рамках национального проекта через инфраструктуру поддержки малого бизнеса оказаны услуги 115 предпринимателям Агинского округа, что позволило сохранить 69 рабочих мест и создать дополнительные 62. Несмотря на сложную ситуацию в условиях пандемии, численность субъектов малого предпринимательства по сравнению с прошлым годом возросла на 6% и составила 1682 единицы. Зарегистрировано более 800 самозанятых. По видам деятельности наибольший удельный вес приходится на сферу торговли. В сельском хозяйстве 17%, в транспорте 9,6%. Вместе с тем, в обрабатывающей сфере осуществляет деятельность только 5% или 68 предпринимателей. У нас сложилась хорошая практика. Ежегодно совместно с Министерством экономического развития Забайкальского края проводить инвестиционные сессии для предпринимателей, где рассматриваются механизмы реализации их проектов. Но из 31 проекта в 2021 году реализовано только 3. И по 3 оказана частичная поддержка в виде консультации, разработки бизнес-плана. Соответственно, процент реализации на слайде видно 19%. Многие предприниматели на сегодня не готовы идти на льготные займы ввиду их закредитованности и неуверенности в будущем в виде локдаунов, ограничений, транспортной удаленности от инфраструктуры поддержки малого бизнеса, отсутствие навыков подготовки многочисленных документов является серьезным барьером для получения государственной поддержки. Кроме того, повышение цен на сырье, оборудование, расходный материал, высокие тарифы на энергоносители становятся серьезным барьером для производителей продукции. В этом плане у нас тоже есть предложение, уважаемый Александр Витальевич. Нам необходимо начать все-таки субсидирование 50% затрат на приобретенное оборудование для производителей. И в качестве пилотного проекта на территории Агинского Бурятского округа предлагаю создать региональный филиал Центра «Мой бизнес», который будет обслуживать ближайшие районы Забайкальского края. 2021 год показал, что несмотря на ограничения, люди готовы путешествовать. Этный потенциал нашей территории, места силы и энергии, уникальные традиции, обычаи вызывают большой интерес у туристов. И сегодня можно с уверенностью сказать, что Агинский Бурятский округ – это готовые площадка в сфере этнотуризма. И мы умело должны использовать все ресурсы для привлечения туристов. Поток по сравнению с прошлым годом возрос на 26% и составил 38 400 человек. 6 турбаз Агинского Бурятского округа одномоментно готовы принять 730 отдыхающих и туристов, из них 170 круглогодично. Из 12 туристических действующих маршрутов 3 сертифицированы в 2021 году. Работает 16 аккредитованных гидов. Прошли классификацию 6 мест размещения этой гостиницы, что является необходимым условием для формирования положительного туристического имиджа нашей территории и сотрудничества с туроператорами других регионов. В эту отрасль привлечено 21 миллион рублей грантовой поддержки на реализацию 17 проектов, из них 4 были реализованы в этом году. Завершено строительство обустройства гостевых домов и туристической базы Алхана-Тур. Приобретено оборудование и запущено производство этнических сувениров и гастросувениров мясные снеки Забайкалья. Благоустроены территории 2 туристических баз. Обустроено 3 туристических маршрута. Проведено 2 крупных событийных мероприятия, один из которых был отмечен на федеральном. В 2021 году Агинский Бурятский округ присоединился к национальному проекту туризма, индустрии и гостеприимства, который дает возможность создать обеспечивающую инфраструктуру туризма для удовлетворения потребностей не только отрасли туризма, но и других отраслей экономики.
совместно с корпорацией туризма, Министерством экономического развития Забайкальского края начата разработка проекта по созданию этнографического комплекса музея под открытым небом, поселка Агинский. Благоустройство туристических баз при Аноне и Алханату. Планируется увеличение потока по этим проектам до 132 тысяч туристов, создание 111 рабочих мест. Старт новым проектам инициативы населения дают территориальное общественное самоуправление. Ими реализовано более 80 социально значимых мероприятий по улучшению благоустройства облика сельских поселений. 16 ТОСов округа стали победителями и призерами краевого конкурса ТОСов «Решаем сами». Вопрос санитарной очистки, благоустройства, озеленения населенных пунктов стоят в первоочередных задачах органов местного самоуправления, актива ТОСов и всех жителей. Традиционно ежегодно объявляется окружной конкурс среди поселений. На конкурс месячника по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов было подано 12 заявок победителей районных конкурсов. Итоги окружного конкурса подведены. Награждение запланировано на 2 марта. В рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды благоустроено 5 общественных территорий в 5 населенных пунктах на общую сумму 34,4 миллиона рублей. В рамках подпрограммы обеспечения жильем молодых семей выдано 200 свидетельств семьям, из них оплаченных 152 на общую сумму 56,4 миллиона рублей. Эту программу мы начали реализовывать только в 2019 году. Финансирование поступило из 2019 года. Вот столько уже семей получили сертификаты, еще планируют общих. Приобретено 9 жилых помещений для детей-сирот. По подготовке к осенне-зимнему периоду проведены мероприятия на общую сумму 47,9 миллионов рублей. Сегодня отопительный сезон проходит в штатном режиме, и снижаемый нормативный запас топлива имеется. Благодаря реализации проекта устранения цифрового неравенства решена проблема доступа к сети интернет населенных пунктов Иля, Ареля, Красноярова Дульбегинского района, для которых положен оптоволоконная линия. В рамках реализации федерального проекта информационная инфраструктура национальной программы «Цифровая экономика» за 3 года подключены к сети интернет 88 социально значимых объектов на территории округа, и на сегодня потребность в подключении практически достигла 100%. В 2022 году населенные пункты Баин-Булага, Дольче-Лон и Ара-Иля, где у нас не было сотовой связи, выбраны для подключения к сети 4G. Продолжена работа по ремонту дорог федерального, регионального и местного значения. Всего отремонтировано 86 километров дорог на общую сумму 1 338 миллионов. Здесь основная доля это федеральная трасса Агинск-Чита-Забайкальская. На 2022 год запланированы мероприятия на общую сумму 329 миллионов по содержанию федеральной дороги Чита-Забайкальской, региональных дорог в объеме 166 миллионов. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» запланирован ремонт автодорог Агинская, Нижница, Сучей, подъезд к селу Нуринск. И все это нам в итоге позволит улучшить нормативное состояние дорог с 38% на текущую дату до 47% к концу года. Всего за 3 года в округ привлечено 3 миллиарда 200 миллионов рублей. 20 миллионов рублей. Завершено строительство 22 зданий, 14 универсальных спортивных площадок. Также произведены капитальные ремонты 67 социальных учреждений, благоустроены 62 общественные территории, отремонтировано более 80 километров автомобильных дорог, улиц, приобретено современное оборудование, 35 единиц транспорта, 25 служебных квартир, построены 73 детские и спортивные площадки. В 2021 году освоено на территории округа 804 миллиона рублей федеральных средств в рамках организации национальных проектов и привлечения дальневосточных. В образовании за эти 3 года обновлена инфраструктура на более 19 миллионов рублей. Правительство 13 сельскохозяйственных детских программ обеспечили воспитание 458 детей в довольно остается последнее строительство детского сада по социальному ремонту и социальному
Обеспечить диспансеризацию населения. Так мобильный ФАП могут позволил организовать передвижные пункты в стране. По данным медицинских организаций, по округу еще 38, в том числе 14 по врачам и 24 по среднему персоналу. В настоящее время недоходимо вещается 109 студентов. Занятия спортом, ведения
2021 году количество участников культурных мероприятий достигло показателей 737 332 человека. Или каждый житель округа 10 раз посетил учреждение культуры, но в первую очередь, конечно, в онлайн-формате. Культуры 1 миллион 408 тысяч рублей, что составляет всего 15% от общего баланса карт детей этого возраста Агинского бурятского округа. Поэтому учреждению культуры необходимо максимально в кратчайшие сроки завершить работу по включению в систему. Во-вторых, разработать и предлагать интересные и привлекательные для молодежи проекты. В 2021 году молодежь округа продемонстрировала самое патриотичное отношение к условиям пандемии, что не остается в стороне в период сложных ситуаций. Объединившись, более чем 30 волонтерских отрядов доставляли продукты, медикаменты пожилым и мобильным гражданам, оказали помощь более 1500 семей, приняли самое активное участие во всех всероссийских акциях, таких как «Тележка добра», «Мы вместе» и так далее. Некоммерческая организация молодежи ГИ только в 2020-2021 году выиграны гранты на 3 миллиона рублей. Подготовлено более 100 волонтеров бурятского языка. Реализованы 2 проекта, направленные на развитие родного языка и молодежного движения «Время жить и работать в лагере». Из средств гранта поддержано 10 проектов организаций и инициативных групп. Развитие некоммерческого сектора, их участие в грантовых конкурсах находится в зоне особого внимания нашей администрации, является мощным инструментом развития как учреждений, так и решения многих социальных задач. В округе насчитывается 31 зарегистрированное НКО, и в том числе созданные за последние 3 года 10 организаций. И нами для поддержки запущен проект Академия НКО. Результаты этой работы видны на слайде. В отчетном году через грантовые конкурсы с 7 организациями привлечено средства на сумму более 5 миллионов и реализовано 11 проектов, выигранные в губернаторском конкурсе в конце 2020 года. На президентский конкурс культурных инициатив 2022 года подано еще 11 заявок. Также необходимо принять активное участие в конкурсе грантов губернатора, которые 2022 года, на которые запланировано более 60 миллионов рублей. В целях развития национальной самобытности, государственной программы социально-экономического развития Агинского бурятского округа предусмотрено решение важнейших социальных задач. В числе мер по популяризации изучения бурятского языка продолжается закупка учебников родного языка и литературы. В этом году учебники для 7 классов направлены не только в школы округа, но и, согласно соглашению, в районы Забайкальского края. В целом, комплекс действий по дальнейшему сохранению и развитию языка включает интеллектуальные, творческие, спортивные мероприятия, рассчитанные на разные группы, целевые группы. Показателями эффективности выступает ежегодное увеличение количества участников, организаторов и их удовлетворенность. В 2021 году впервые по итогам официальных соревнований, согласно положению о спортивных классификациях, 12 спортсменов выполнили норматив спортивного звания мастер спорта Забайкальского края по бурятским национальным видам. Массовые разряды присвоены 120 спортсменам. В перспективе стоит задача включить в федеральный реестр бурятские национальные виды спорта. Первые шаги запланированы нами по бурятской борьбе, проведением научно-практической конференции и заключением соглашений между 3 субъектами: Республика Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край. Работа по сохранению нематериального культурного наследия остается одним из приоритетов культурной политики округа. Итогом 2-летней работы стала государственная регистрация в Роспатенте 2 первых региональных брендов Забайкальского края в качестве географических указаний и обозначения товаров агинские национальные костюмы и тойров-шагинских. В программе основных действий на 2022 год обозначено продолжение данной работы по брендированию агинских товаров. И мы надеемся, что объявленный год культурного наследия народа Российской Федерации будет насыщен яркими событиями. И в этом году наконец состоится 14-й бурятский фестиваль Алтаргана 2020.
Уважаемые участники совещания, в 2022 году продолжится реализация мероприятий по улучшению социальной инфраструктуры. Предстоит эффективно освоить средства в рамках национальных проектов, плана социального развития Центра экономического роста, государственной программы по подготовке к международному бурятскому фестивалю «Алтергана-2020» в общей сложности на сумму 1 миллиард 120 миллионов рублей. Кроме вышеперечисленных в докладе объектов, на комплексное развитие села Урдага запланировано 183 миллиона. Это капитальный ремонт детского сада, пришкольного интерната, дома спорта, дома культуры, строительство многофункциональных спортивных площадок, приобретение автоматической блочно-модульной котельной. По проекту «Забайкальский дворик» по плану Центра экономического роста планируется благоустройство 9 дворов населенных пунктов Агинская, Могойки, Дульдурга, Орловск на сумму 55,9 миллионов рублей. Ремонт школ населенных пунктов Судунтуй, Будалан, Толчин на общую сумму более 155 миллионов. Ремонт домов культуры сельских поселений Дульдурга, Саганоль, Дышии в селе Куньку, отдельная библиотека в поселке Могойки. Сумма тоже не маленькая, 50 миллионов. Ремонт учреждений здравоохранения, Вагинская окружной больницы, Могойская ЦРБ, в селах Бальзино, Артуй на общую сумму 152 миллиона. Также на 2023 год подана заявка Министерства просвещения Российской Федерации на строительство школы поселка Агинская на 560 мест в микрорайоне Запад. При этом необходимо отметить о том, что нерешенными на протяжении уже 2 лет остаются вопросы финансирования ремонта строительных работ в рамках действующих поручений губернатора. Самое главное, перечислю, это ремонт детских садов в селах Цаганоль, Толчин, Узор, Дома культуры в селе Арыля, Центрального стадиона поселка Могойки, создание мастерской ассоциации бурятских оружейников. При этом все эти объекты находятся на контроле губернатора, поэтому я надеюсь, что в течение 2022 года мы найдем решение для выхода из этой ситуации. Все инфраструктурные улучшения, несомненно, направлены на повышение качества жизни населения. При этом создание рабочих мест